В течение 2020 года возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. О производстве находилось 64 уголовных дела о преступлениях обозначенной категории, 29 из которых окончены с обвинительными заключениями. Из них 11 уголовных дел по фактам мошенничества и хищения средств из различных бюджетов. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Все эти цифры глава региона Махмут-Али Калиматов назвал достаточно ощутимыми для маленькой республики, несмотря на укрепление позиций в зеленой зоне рейтинга Генпрокуратуры России. Хотелось бы отметить, что информация Генеральной прокуратуры по итогам 2020 года наша республика вошла в десятку регионов наименьшим уровнем коррупционности. Конечно, конкретные ситуации, они совершенно другие. То есть для нашей республики, я думаю, нам бы избавиться еще больше от коррупционной составляющей в нашем субъекте. В 2020 году в Ингушетии зарегистрировано 232 преступления экономической направленности. Выявлено 125 лиц. По данным прокуратуры, республики зарегистрировано 55 преступлений коррупционной направленности, возбуждено 49 уголовных дел. Из них 13 преступлений по 290 статье получения и 291 дача. Достаточно ощутимая для маленькой республики цифра. Наша общая задача сделать эти показатели минимальными. Я думаю, у нас есть над чем работать, потому что в ходе реальной, обычной работы выявляются те или иные факты. Это вот касается водоканала, который дважды был обанкрочен. У нас ничего не боятся некоторые должностные лица по всем фактам, независимо. Пусть там клянутся, божатся все. Но вот раз в сетях появляется такое-то, такое-то должностное лицо, значит, за какую-то там услугу, достоверно, недостоверно, неважно. Проводите проверку и назначайте, докладную пишите. И потом, если основания есть, признаки или что-то такое усматриваете, как юристы, направляйте в Следственный комитет или для проверки прокуратуру, чтобы эти материалы, оценку давали прокуратуру и правоохранительные органы. Не оставляйте. Почему я говорю это? Потому что люди-то вот написали, разговоры-то идут, а потом надо публично, что данный факт изложенный, значит, он подтвердился, не подтвердился. Направили и обратную, значит, информируете население на сайте своем, часть того, что было направлено, дело возбуждено или отказано в возбуждении и по каким основаниям. По результатам проверок, инициированных в прошедшем году руководителем субъекта, и на основании его заявлений осуществлен анализ сведений о доходах 6 лиц, замещавших муниципальные должности, с последующим освобождением от занимаемых постов в связи с утратой доверия. По словам начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Республики Мусы Гагиева, проведенные в течение отчетного периода проверки выявили ряд нарушений, за допущение которых к дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц. Это ежедневная работа. Ежедневная работа. Я почему говорю про сельские поселения? Там у нас люди, которые беззащитны. Я дал указание, чтобы мы проанализировали управление обращения граждан, значит, проанализировали. И каждое ведомство хотело бы на жалобы, которые поступают на глав сельских поселений. Потом брать, какой бюджет им выделен, на что конкретно у них расписано, и выходить с проверкой именно туда, потому что они там самые ближе к людям, и у нас мы туда не доходим, понимаете? Системно надо проверять, системно. И идти туда. Значит, у вас, где бюджетный рубль есть, который выделен с республики, он пошел в район, после этого с района он уходит в сельское поселение. Правильно? Вот в сельском поселении каждую копейку системно надо запланировать, потому что я сам лично буду выезжать по некоторым сельским поселениям. Потому что люди у нас там просто страдают.
Помимо этого, отмечается работа, направленная на предотвращение конфликта интересов при заключении государственных контрактов, в рамках которой в 2020 году проанализировано порядка 200 контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Кого не возьми, я занял. У нас кредиторка из него складывается, понимаете? Все у кого-то что-то заняли. Это очень серьезный вопрос. И я не остановлюсь, пока вот это с корнем не вырву. Получается, что у нас какое предприятие не возьми, кредиторки. Все в кредиторке. А что кредиторка? А я занял деньги. У кого занял? А вот у этого. Так пусть он идет и докажет, где эти деньги взял-то. Пусть он докажет, что они у него на счету были или не были, или он скопил их. Он заврется, он не сможет объяснить. Значит, пару свидетелей идет в суд и вешает на школу, на детский сад, на больницу. Значит, долги вешают. У нас ведь формирование долгов на водоканал то же самое. Но слушайте, это касается жизни, деятельности школы, больницы. Вот у нас в месяц то 10, то 10, то 20 заблокированных счетов. У нас меры бюджетного принуждения. Мы не можем, даже захотим платить эти деньги. Понимаете? Она берет раз и счет. Понимаете? Мы доходим до того, что иногда мы не можем зарплату выплатить. Жулики. Я другого слова не найду. А это ложится ведь на людей, конкретных людей. Мы должны развивать республику. А каждый думает, что он своровал, и он думает, что он все нормально. Я никого не касаюсь. Касается. Женщин многодетную касается, всех касается. То есть, понимаете, сегодня вопрос такой, и я хотел бы, чтобы мы прочувствовали все эти вещи. Подводя итоги заседания, Махмуд Али Калиматов заявил, что невзирая на положительную оценку федеральными надзорными органами уровня организации в регионе работы по профилактике коррупционных правонарушений, данные процессы требуют большей результативности, чтобы сделать показатели преступности минимальными и избавиться от этого зла совместными усилиями. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеви, Рахман Суров. Новости 24.